Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем личном канале. Меня зовут Искендер. Ну что ж, поехали. Здесь я выкладываю свои мысли и делюсь с вами. Мы можем обсуждать их. Также в дальнейшем вы можете задавать вопросы, и по этим вопросам я буду готовить какие-то материалы, ответы. Знаете, есть такая идея. Почему бы не сделать сом как биткоин? Не сделать его полностью электронным? Сделать так, чтобы полностью объем наличности исчез, да? Вот мы сейчас заказываем деньги в британской компании. Британская компания печатает, доставляет в нашу страну. За это она берет в долларах свою оплату. И, естественно, мы все пользуемся наличностью. Таскаем в карманах металлические монеты, бумажные, да, купюры. А представьте себе такую ситуацию, если мы знаем, что сегодня по статистике почти на каждого человека в стране приходится по 3, как минимум 1,5 сотовых телефона. То есть, если посмотреть, не все из них смартфоны, но, скажем так, близится тот день, когда у каждого будет, в принципе, смартфон. Если использовать электронные кошельки, то можно было бы исключить полностью денежную наличность из оборота. То есть мы бы все друг другу оплачивали через прикосновение смартфонов или через сканирование, отправку на друг другу на кошелек денег. Заходите в магазин, покупаете, например, сникерс, не знаю, там покупаете хлеб и скидываете на кошелек, электронный кошелек продавца деньги, там 14 сом, раз скинули и ушли. Никаких денежных расчетов не произошло. Можно даже делать так. Скинуть продавцу денежку и потом получить хлеб. Да? Впоследствии будет развиваться технология NFC. Это смартфоны будут одним прикосновением к кассе оставлять деньги по рассчитанному счету, да, у кассира. Также можно было бы практически поступать везде. Платить налоги через мобильное приложение, платить за бензин, приезжаете на парковку, ставите мобильный телефон на специальный терминал, либо просто подключаетесь к сети заправки, отправляете по мобильному кошельку деньги и все, и поехали дальше. Это было бы чрезвычайно удобно и классно. Единственная особенность идеи от тех кошельков, которые уже есть в других странах, да, и у нас есть несколько мобильных кошельков, является то, что было бы здорово, если бы эти деньги были защищены так же хорошо, как криптовалюта биткоин. Да? То есть это был бы такой криптосом, скажем так. Есть технология блокчейн, которая позволяет зашифровать каждую единицу цифровой валюты биткоин. И нам тоже нечто подобное нужно. То есть каждый сом будет защищен там 72-значным или 64-значным кодом, шифром, который будет формировать система, которая может управляться Национальным банком. Это сделается для того, чтобы никто не нагенерировал себе столько сомов и не обвалил нашу экономику, да, не обесценил нашу валюту. Вот это было бы здорово. Я думаю, что это было бы гораздо интереснее, чем пользоваться наличностью. Как вы думаете, готова ли наша страна к таким нововведениям? И пользовались бы вы сами такой цифровой валютой, если вся наша национальная валюта превратилась в интернет, в электронную валюту? Поделитесь вашими соображениями, задайте вопросы, может быть, мы вместе попробуем их обсудить в моих следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте мне друзьям, давайте общаться.